Аудиоподкаст «Дерс», посвященный истории народов Крыма. В этом эпизоде курса лекций кандидата философских наук Надира Бекирова вы узнаете о особенностях процесса формирования народов Крыма с древних средневековых времен до XX века. Каким образом к XVIII веку на полуострове сформировались 6 народов и как религия стала основой их формирования и различий. После того, как мы рассмотрели особенности каждого коренного народа Крыма, его связь, собственно, с Крымом, как полуостровом, с тем местом, которое они в Крыму занимали географически, их генезис, то есть процесс образования, складывания этих народов к XVIII веку, когда их застала здесь Российская империя. А еще раз я повторяю, что в Крыму после аннексии Крымского ханства и даже где-то в ходе этой аннексии, потому что еще до формального присоединения включения Крымского ханства в состав Российской империи в 1783 году, в 1778 было осуществлено, по сути, насильственное переселение из Крыма 3 христианских общин. Это румеи, это урумы и это армяно-кыпчаки. Российская империя в ходе этой аннексии и после нее застала в Крыму вот эти 3 коренные народа, а также крымчаков, или их предков, крымчаками их стали называть с 1859 года, караев и крымских татар. То есть Крым действительно был многонациональный, но в Крыму в тот момент не жили ни немцы, ни русские, ни эстонцы, ни чехи, ни французы, ни, понятно, там представители народов России нынешних, там, скажем, мари или удмурты. Украинцы жили, но большая часть украинцев тоже уже вошла в состав этих народов. То есть православные славянские украинские общины были в Крыму не в качестве готовых, а в ходе исторического развития какая-то часть украинцев, в том числе захваченных в плен, вливалась в состав этих народов. И об этом тоже есть отдельная интересная история, о которой я уже вам рассказывал. Так вот, когда понимаешь этот этногенез, то понимаешь, что ни древние эллины, ни тавры, ни скифы, ни готы, ни хазары, ни печенеги, никто иной там, можно еще перечислять, никуда не убежали из Крыма и не исчезли здесь бесследно. Они как раз и вошли в состав вот этих народов, которые складывались в Крыму веками. Некоторые начинали чуть раньше, некоторые чуть позже. Иногда это очень трудно было разделить, кто куда, потому что, те же, скажем, готы и аланы вошли в состав урумов, и в состав крымчаков, и в состав караев, и в состав крымских татар. То же самое можно сказать про потомков эллинов, и всех остальных. В Крыму, именно на полуострове, сложились новые исторические общности на базе как людей, первоначально населявших Крым, со времен едва ли не неолита, и заканчивая теми, кто в течение древности и Средневековья оказывался в Крыму частично, потому что ни один из народов, которые, в том числе представители которого вошли в состав коренных народов Крыма, он никогда не жил в Крыму полностью или не оккупировал Крым полностью. Например, готы никогда не жили полностью в Крыму. Большая часть готов изначально жила за пределами Крыма и ушла на запад и так далее. Хазары никогда не жили, во-первых, во всем Крыму, а во-вторых, только в Крыму. Хазарский каганат был куда обширнее. Булгары, Великая Булгария, тоже ее центр был в Тамане, а Крым как бы был окраиной этого булгарского каганата. Если мы говорим о печенегах, то тоже, конечно, основные печенежские кочевья или половецкие тоже были за пределами Крыма. Это интересная особенность полуострова. То есть, практически все народы, в состав территории, которых распространялась на Крым, на самом деле целиком в Крыму никогда не жили. Про тех же эллинов, что там уж говорить, понятно. За исключением, возможно, тавров. Но про тавров до сих пор непонятно, что это был за народ, и был ли это один народ в нынешнем понимании тогда не существовал. Это была совокупность родов и племен. Были ли они родственными между собой, или они были разными, к сожалению, тут описания очень ничего не дают. То же самое со скифами. Там эллины отмечали, что скиф там 12 разновидностей есть. Поэтому получалось так, что какая-то часть этих средневековых древних народов оказывалась в Крыму,
И если они не уходили отсюда, а практически никто отсюда целиком не уходил, то, прожив здесь несколько десятилетий и столетий, они смешивались со своими соседями и постепенно формировали новые народы. К XVIII веку вот это было 6 новых народов. Урумеи, урумы, армяно-кыпчаки, крымчаки, караи, крымские татары. Вопрос. А почему же тогда 6 народов? Почему же тогда не один народ? Надо отдать должное тому месту, которое в древнем мире и в средневековом мире играла религия. По сути говоря, стержнями образования новых народов и разграничения их между собой становилась та религия, которую начинал исповедовать или принимать тот или иной народ. Большинство тюркских народов первоначально были теми, кто сейчас условно в литературе называется тенгрианцами, то есть вера в единого верховного бога Тангры. И в языках тюркских народов по сей день это слово сохранилось иногда в измененном виде. То есть у кого-то это Денгир, у кого-то это Тенгри, у чувашей, допустим, Тора, хотя они православные христиане. У многих именно Тангры. Это зависит от особенностей языков, фонетики и других влияний. И словом Тангры, скажем, крымчаки обозначают иудейского бога, Яхве, Аданая. Караимы обозначают своего верховного бога. Крымские татары это используют как синоним слову Аллах. Причем и само слово Аллах тоже часто используется, по крайней мере, крымчаками в своих молитвах. Таким образом, авраамические религии, монотеистические, то есть это иудаизм, христианство, ислам, они достаточно легко сменили традиционное тенгрианство, потому что тенгрианство уже было практически монотеистической религией. И принять монотеистическую религию было достаточно просто. Это не ломало в корне мировоззрения, а в какой-то степени даже как бы его выстраивало, уточняло. И в Крыму никогда не было религиозных войн внутри Крыма, гонений, притеснений между различными религиями. Это не означает, что не было войн, там, усобиц, там, каких-то конфликтов военных вообще были. Были, конечно. Но они абсолютно не шли под флагом религии. И более того, когда на большую часть Крыма все-таки распространилось Крымское ханство, которое выходило далеко за пределы Крыма, в самом Крымском ханстве тоже было очень лояльное отношение, очень терпимое к любым вероисповеданиям. Это шло еще до монгольских времен. Тюрки вообще в этом смысле были достаточно и веро, и культурно терпимы, разные. В Есе Чингисхана об этом просто говорилось напрямую, что все религии должны пользоваться иммунитетом и привилегиями. Нельзя было отнимать имущество, нельзя было запрещать, нельзя было людей преследовать по религиозному признаку. Эта традиция сохранилась и в Крымском ханстве. Поэтому никаких ни политических репрессий, ни гонений, как это было в Испании, в России, в Германии, там, в Италии, межрелигиозных войн в Крыму просто не существовало. Каждая религия, которая утвердилась в Крыму, утверждалась только своими аргументами, предпочтениями людей и симпатиями. Причем практически все, кто были, условно говоря, язычниками, принимали какую-то монотеистическую религию, допустим, как готы христианства, или те же эллины, первоначально сторонники там, олимпийских богов, да, стали христианами. Ну, им было легче, они это как бы получили христианство из своей метрополии, из того, что стало называться Византией и так далее. То же самое ислам, то же самое отдельно. Как учение, которое эти люди слушали, принимали, оно им нравилось, они его разделяли. Была интересная вещь, что преследований по религиозному признаку не было, но, с другой стороны, религии достаточно четко очерчивали вот эти складывающиеся общности, потому что практически все эти религии не одобряли заключение межрелигиозных браков. Ну, какие-то жизненные исключения ситуации наверняка попадались. Потом в некоторых случаях некоторые религии, скажем, допускали межрелигиозные браки при условии, что человек принимает твою религию, но некоторые нет. И поэтому получалось, что
та или иная группа людей, причем разного этнического происхождения. Скажем, готы, которые принимали христианство, постепенно, по необходимости, просто физически, генетически смешивались с потомками эллинов и с румеями, переходили в использование языка служебного религиозного на румейский язык, но при том, что были другие христиане, тюрки, уже не было препятствий для браков, для заключения союзов, для совместного проживания с тюрками. Поэтому, в конце концов, урумы-то и стали говорить на тюркском языке. Это, кстати, свидетельство того, что тюрков-христиан в Крыму было очень много. Они, судя по всему, преобладали, но и это понятно, потому что ислам как государственная религия в Золотой Орде был провозглашен только в 1312 году. А в это время уже основным этническим компонентом населения Крыма были тюрки разного происхождения, разных эпох появления. И получалось так, что мусульмане стали преобладать в населении Крыма по мере того, как тюрки не мусульмане постепенно принимали ислам. И именно те, кто приняли ислам, в конечном счете стали обозначаться как крымские татары. А если кто-то, как те же украинские пленные, захваченные во время набегов, через какое-то время принимали ислам, выходили замуж, а после этого они и жениться могли уже на мусульманах во втором-третьем поколении, то, соответственно, они тоже вливались в состав крымских татар. Если они предпочитали сохранить религию и создавали семьи с уже жившими в Крыму христианами, то есть потомками готов или румеями, или кем-то, соответственно, они входили в состав этих общностей. То же самое это касается и близости и разделения крымчаков и караимов. Поскольку караимы были не просто отдельной религией, а своего рода оппозицией религиозной к раввинистскому иудаизму, то, соответственно, и караимы включали, с одной стороны, тех людей, которые разделяли их убеждения, но, с другой стороны, уже их общее отчасти хазарское прошлое с крымчаками уже не было достаточным основанием, чтобы они были отдельным народом. Они, каждый, стали жить в своей религии, включая в себя тех людей, которые принимали их религиозные взгляды. В следующей части цикла аудиолекций о народах Крыма вы узнаете, как атеизм повлиял на ассимиляцию коренных народов Крыма, а также поймете, на каких языках говорили народы Крыма.